по мере принятия такого решения, возможности, будем этих детей кормить. Владимир Сластенин принял участие в совещании под руководством зампреда правительства России. Обсудили организацию бесплатного питания для школьников. Благодаря пилотному проекту «Дизайн-код» особое внимание планирует уделить внешнему облику города. Чистые фасады и удобные улицы. В Назране запускают пилотный проект «Дизайн-код». Что думает о новшествах жители города? Они могут пройти. Летальный исход может получиться. Как попасть в школу детям с ограниченными физическими возможностями? Доступность школ для маломобильных групп проверяют единороссы. Если мы будем в дальнейшем участвовать, обещали даже стипендию, но это не главное. Главное, что мы помогаем своей республике. Более 40 волонтеров туризма получили благодарственные грамоты. Активистов чествовали в Ингушском госуниверситете. Мы решили, что лучше будет эту выставку показать по столицам республик Кавказа. Влюбленные в Кавказ покрыл себя славой. Фотокопии работ художника Гагарина представлены в Ингушском музее краеведения. На телеканале «Ингушетия» новости 24. Здравствуйте. Сегодня в Нестеровском произошел конфликт между двумя группами граждан с применением травматического оружия, предположительно на почве ранее возникших неприязненных отношений. В результате инцидента 9 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в Сунжинскую больницу, сообщает пресс-служба МВД Республики. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством. МВД по Ингушетии убедительно просит всех родных и близких пострадавших проявить благоразумие. Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин принял участие в совещании по вопросу организации бесплатного горячего питания для школьников. Заседание проходило в режиме видеоконференц-связи под руководством зампреда правительства России Татьяны Голиковой. Так, более 36 тысячам учащихся начальных классов в новом учебном году будет предоставлено бесплатное горячее питание. На эти цели регион получит субсидии из федерального бюджета на сумму свыше 51 миллиона рублей. Заседание в режиме видеоконференции провела зампред правительства России Татьяна Голикова. Глава Кабмина Ингушетии отметил, что работа по данному вопросу находится в стадии завершения. Регион получает субсидию в объеме более 51 миллиона рублей из федерального бюджета, а также средства из республиканского бюджета на софинансирование в размере свыше 2,5 миллионов рублей. Эти ассигнования предусмотрены на организацию питания обучающихся в 45 школах, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Прогнозируемый объем средств, необходимый для создания условий в остальных 76 школах, составляет порядка 198 миллионов рублей. На сегодняшний день составлена дорожная карта по устранению данных замечаний. На это требуется у нас 197 миллионов. 15 августа подписано соглашение с правительством республики и Минпросом на 53 миллиона 900 тысяч рублей субсидий. Значит, остальные 107 миллионов мы изыскиваем возможность этого ремонта, и по мере приведения в порядок вот этих 47 школ, где требуется оборудование, будет увеличена сумма субсидий. Властями республики уже изысканы 107 миллионов рублей, сэкономленные во время карантинных мероприятий. Средства будут направлены на организацию горячего питания для порядка 20 тысяч учеников начальных классов 76 школ, пока не попадающих под федеральную поддержку ввиду несоответствия требованиям Санпина. Все они будут прикреплены к близлежащим социальным организациям, где есть пищеблоки, и оттуда организована будет доставка еды. По 29 школам, они все малокомплектные. У нас есть уже такая дорожная карта, в которой мы предусмотрели, что рядом находящиеся пункты питания, там, яслей, садов, больниц, будут готовить эти горячие продукты. И по мере принятия такого решения, возможности, будем этих детей кормить.
Экономию по статье «Летний отдых» планируется направить на закупку кухонной и столовой посуды, приобретение столовой мебели для 47 из этих учреждений, где есть необходимые помещения, но нет соответствующего материально-технического оснащения. Таким образом, эти школы в дальнейшем смогут претендовать на федеральные ассигнования, потребность в которых сохраняется. По словам министра образования республики Эсет Боковой, на данном этапе Роспотребнадзором по региону разработано и утверждено примерное двухнедельное меню, которое направлено в школы. Будет использоваться только сертифицированная продукция, соответствующая стандарту халяль. Мясо и молоко будет закупаться у местных производителей. Новости 24. Экономия бюджета, чистые фасады и удобные улицы. Внешний облик самого большого города Ингушетии планируют изменить. В Назране запускают пилотный проект «Дизайн-код». Новые правила размещения рекламы, оформления фасадов, витрин. Все будет в едином стиле с учетом национальных особенностей. С какой улицы начнут изменения и что думают о новшествах жители города, узнала Диана Дударова. Маникюр, горячие пирожки, шаурмец, фото за 5 секунд. Назрань буквально пестрит вывесками, которые так и пытаются перекричать друг друга. Тем временем в рамках различных федеральных, республиканских, партийных проектов благоустраивают улицы, строят детские площадки, скверы, парки. Ну а теперь, благодаря пилотному проекту «Дизайн-код», особое внимание планируют уделить внешнему облику города. В рамках него уже разработаны точные рекомендации, как должна выглядеть наружная реклама, как содержать фасады зданий, какую ставить уличную мебель и малые архитектурные формы. Также в рамках него предусмотрят навигацию, символику и правила их применения. Но прежде необходимо согласовать план действий. Представители администрации планируют начать с самой проблемной части города, а именно с пересечения проспекта Базоркина и улицы Асканова. В старой части Назрани сосредоточено большое количество торговых домов. Здесь же и планируют положить конец бесконечным баннерам, растяжкам, портящим городской вид. В каком хаотичном состоянии у нас находится реклама, остановки людям не нравятся. Вот мы будем в первую очередь менять облик вот этих наших центральных улиц. В отличие от градостроительных документов, которые определяют, как строить город, дизайн-код определяет, как он должен выглядеть. Благодаря ему требования к облику городской среды будут конкретизированы и полноценно расписаны. За исполнением набора правил будет следить местная администрация. Так, согласно ему, информационные конструкции должны соответствовать архитектурному облику здания, создавать гармоничную композицию с его элементами, не препятствовать визуальному восприятию архитектуры. Над составлением этих правил работала целая команда специалистов. Архитекторы, дизайнеры, проектировщики, учитывая, конечно, особенности города. Все рекомендации и по размерам, и по внешнему виду, и по цветам, там включено все, что касается будущих изменений. И уже самостоятельно, как кому понравилось, это нельзя будет делать. Все должны будут следовать тем рекомендациям, которые предполагает этот проект. Но как к этому отнесется бизнес-сообщество? Ведь каждый из предпринимателей потратился на рекламные вывески, а теперь придется их снимать и приобретать новые информационные конструкции. Мэр города Урсхан Евлоев уверен, что с такими требованиями бизнесмены согласятся, даже если это вызовет определенные финансовые неудобства. Ведь все это делается ради жителей и визуальной эстетичности рекламы. Предварительно разговаривали и с теми предпринимателями, которые у нас занимаются рекламой в городе, их не так уж много, это 6-7 человек, и с предпринимателями, которые у нас работают в магазинах. Мы с ними предварительно говорили. Это, конечно, понесет за собой такую определенную трату денег, но качественная реклама, красивая реклама, они за счет нее и восстановят свои потери, я так думаю. Мы найдем с ними общий язык. Также в рамках проекта «Дизайн-код» планируют установить мусорные урны и обновить остановки. Конечно, они не будут конкурировать со столичными умными, но, по крайней мере, вместо остатков листов ламината будут и нормальные скамейки, на которые захочется присесть. По словам мэра города, идея запустить проект «Дизайн-код» появилась благодаря жителям Назрани. Люди уже сами обращались с предложениями и просьбами улучшить облик города. А то, что нынешний вид их раздражает, многие не скрывают. Остановка шхица, чем что да?
Проект «Дизайн-код» бессрочный. Местные власти планируют внедрить его поэтапно. До воплощения идеи в реальность остается пару недель. Благоустройство проинспектированной части города мэрия завершит в течение нескольких месяцев. Диана Дударова, Атам Далаков, Новости 24. Как попасть в школу детям с ограниченными физическими возможностями? Как выяснилось, в некоторых учреждениях образования препятствия есть. Это и неудобные пандусы, и высокие бордюры. Доступность школ для маломобильных групп проверяют единороссы в рамках мер, предусмотренных партийным проектом «Единая страна. Доступная среда». Об итогах работы комиссии в Магасе и выявленных нарушениях репортаж Даны Плиевой. Какие условия созданы для детей с ограничениями здоровья в Магасском лицее, можно судить уже у ворот. Отсутствие въезда для людей в инвалидной коляске и еще одно препятствие – бордюры. Так что попасть внутрь школы без посторонней помощи проверяющих никак не получится. Следом и неудобный пандус. Преодолеть его тоже нелегкая задача. В этой школе немало нарушений, начиная от входа в здание, пандус несоответствие его высоты и длины, отсутствует внутри здания тактильные отметки, тактильные обозначения, звуковые сигналы. Стоило войти в здание, и еще одно нарушение. Нет обозначения, что у входа в учреждение стоит металлодетектор. Для детей с кардиостимулятором каждодневные проходы через его рамки – большой вред для здоровья. Опасно проходить для людей, у которых стоит на сердце, там вы можете проголодать. Да. И они могут пройти, летальный исход может получиться. Мониторинг учебных заведений в рамках партийного проекта «Единая страна. Доступная среда» единороссы начали еще с прошлой недели в Сунже. Сейчас под прицелом школы столицы. Проверка в стенах лицея нарушений выявила немало. Узкие двери в санузлах и в столовой, отсутствие указателей зоны отдыха для особенных учеников. Директор школы говорит, что при проекте не были учтены условия для пребывания детей с ОВЗ, а обращение в различные инстанции пока не дает никаких результатов. Мы обращались неоднократно о том, что нужна определенная модернизация, улучшение условий, но пока ничего не случилось. В принципе, как говорится, авось и ныне там. Изменений нет никаких. Но я надеюсь, что сейчас вот эти условия изменятся. По словам директора, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата здесь не учатся. Они ходят в Центр дополнительного образования. Здесь же учатся 27 школьников с диагнозами ДЦП, нарушениями психофизического развития, речи. Но кроме устранения выявленных сегодня недочетов, перед школой стоит еще один актуальный вопрос. В связи с этой инфекцией у нас самый главный вопрос – это обеззараживание. Это все необходимые средства для защиты детей, это обеззараживание кабинетов, чтобы это все проходило на должном уровне. Это самый большой актуальный вопрос сейчас. Ну, мы, конечно, с директором все это обсуждаем. Я не знаю, насколько школа сможет это решить сама своими силами. Нам, конечно, нужна помощь от государства, от руководства республики, чтобы эти вопросы закрыть. Второй пункт проверки Центра образования в Магасе. Тут плюсов оказалось больше, чем минусов. Пандус размером 9 метров в длину и ширину соответствует требованиям. Проложенные тактильные полоски на лестнице и у дверей. Но есть еще над чем работать. Там нужно расширять тактильную эту площадку, чтобы сразу слабовидящие обратили внимание. Направляющая система тактильности мы уже указали. Вот это небольшой недостаток у них. Они обещали это исправить. Шрифт Брайля нету, тоже заметку мы сделали им. И мониторы, светящиеся мониторы для слабослышащих. У входа в здание ошибка та же. Предупреждения о присутствии металлодетектора на двери нет, как и указатели в коридорах. Участники комиссии проверили и ширину дверных проемов в классах и санузлах. Заглянула комиссия в классы. Здесь все необходимые условия соблюдены. Учатся в центре около 20 детей с различными диагнозами. Для них открыта комната отдыха. В штате есть и свой психолог. Учащихся с ограниченными возможностями здоровья, диагноз ДЦП, аутизм, легкая умственная отсталость, задержка психоречевого развития, коррекционно-развивающие занятия проходятся, песочная терапия, тесты, устные тесты. Работаем по методикам. Все выявленные нарушения руководство центра обязуется устранить в кратчайшие сроки. Конечно, нам был очень важен визит гостей, и мы
учтем их замечания и устраним. Мы стараемся максимально соблюсти все условия для того, чтобы ребенок с ограниченными возможностями чувствовал себя комфортно. И, в принципе, все критерии у нас, я так думаю, соблюдены. Такого рода проверки независимая комиссия вместе с единороссами намерена проводить и дальше. Ситуацию нужно менять. Директора школ получили письменные рекомендации с указанием всех выявленных нарушений. Их нужно устранить. В противном случае последуют штрафные санкции. Дана Плеева, Асхабила, Киев. Новости 24. Максимальное ежемесячное пособие в размере чуть больше 12 тысяч рублей получают безработные граждане. По этому поводу у жителей возникает целый ряд вопросов. Одни жалуются на сумму значительно ниже полагающейся, другие почему-то получают отказ в назначении пособия, а третьи и вовсе не спешат искать работу. Кому действительно положена поддержка, как она назначается и выплачивается, узнал Зелимхан Калуев. С апреля этого года пособие безработным начисляется по новым правилам. Такие временные изменения внесли в условиях пандемии. Так, до конца года максимальная сумма увеличена с 8 до 12 130 рублей в месяц. Уволенным с марта текущего года пособие за апрель, май, июнь назначается в максимальном размере. Одному из родителей, уволенному с марта, в апреле, в мае, июне назначается доплата в размере 3000 рублей на каждого ребенка. Мера поддержки для жителей пришлась кстати. Вот только жалующихся на то, что им поступила маленькая сумма денег, очень много. Специалисты объясняют, они работают строго по закону. И тут, как и везде, есть свои нюансы. Расчет безработицы ведется со дня подачи заявления. Именно с этого момента и поступают начисления. Как только с человеком отработали положенные 11 дней, его признают безработным, только с этого дня идет начисление. Дело в том, что если человек стал 25 числа месяца, он получит до конца месяца за 5 дней. Конечно, в итоге при перерасчете он получает полную сумму. Причем деньги по безработице выплачиваются 2 раза в месяц, в начале и в конце. Более того, заявители должны отмечаться в службе занятости, чтобы специалисты знали, нашел ли себе гражданин работу. Здесь принцип такой. Вот отработали вы 15 дней, будем говорить условно, вы получили за свой, то есть вы являлись безработным 15 дней, через 15 дней вы ко мне подошли, вам сделали отметку, подтвердили, что вы безработный, вам делают начисление. Вторую часть, 15 дней, вам тоже делают начисление за остальные 15 дней. Это называется 2 раза делать перерегистрацию, в зависимости от того, когда вы подали заявление. Опять это очень важно, когда вы подали заявление. С сентября минимальный размер пособий по безработице будет равен 1500 рублей, однако максимально остается таким же, то есть 12 130 рублей. По минималке у нас проходят люди, которые не работали более года, люди, потерявшие квалификацию, люди, у которых не было заработной платы в течение года. К максимальщикам относятся люди, которые потеряли работу с 1 марта 2020 года. Они получают 12 130 вне зависимости от того, сколько он проработал. Это исключение сделано для наших граждан в связи с пандемией. И люди, которые имеют 26-недельный срок работы. Всего на портал «Работа в России» от Ингушетии было подано без малого 65 тысяч заявлений. Из них официально были признаны безработными почти 58 600 человек. По 3000 рублей получили более 60 тысяч детей в регионе. 1 сентября в автоматическом режиме все расчеты будут приостановлены, и оплата будет уже производиться только тем гражданам, которые уже подали заявление, успели, будем говорить так, успели подать это заявление через портал госуслуги в центре занятости. Найти работу – это, пожалуй, главное, говорят специалисты службы занятости, а пособие по безработице – лишь временная поддержка, пока человек в поиске. Правда, многие этого не понимают. Регистрация, учет и все проверки проходят через электронную базу. У сотрудников есть все данные, поэтому ошибок быть не должно. Тем не менее, за любыми возникающими вопросами можно обратиться в Министерство труда Ингушетии. Зелимхан Калуев, Асхабила, Киев, Новости 24.
У жителя Назрани Ахмеда Таршхоева побывали в гостях заместитель председателя правительства Ингушетии Марьям Амриева и глава администрации города. Поводом для этого послужило обращение ветерана МВД к главе Ингушетии с просьбой о решении проблемы затопления улицы Пионерская, на которой он проживает. Проблема сейчас решается, отныне им дожди не страшны. Также Таршхоеву оказали и материальную помощь. Репортаж Муслима Ганиева. Ветеран МВД Ахмед Таршхоев борется с затоплением дома с первых дней, как переехал сюда. В последний раз с последствиями продолжительных дождей он столкнулся в начале августа. Потоп нанес Таршхоевым ощутимый ущерб. О прошедшем в начале месяца потопе сейчас во дворе Таршхоевых напоминает лишь воспоминания членов семьи и ролики в Ютубе. Вот надолго ли? Только пройдут первые дожди, и проблема снова актуальна. После каждых осадков вода снова поступает во дворы, и так по кругу. Уже 20 лет. Помимо Ахмеда Таршхоева с проблемой затопления сталкиваются практически все жители улицы Пионерская. Они не раз обращались с просьбой помочь властям города, но решения вопроса пока нет. Я сколько помню, все время ходили, чтобы решить эту проблему. В мэрию, в администрацию обращались в прошлом году активно. По этому поводу ходили, но так и не смогли добиться. Получилось так, что наш промежуток, где мы живем, остался не заасфальтированным из-за того, что в воде некуда уходить. Так и не найдя решения проблемы, Ахмед Таршхоев от лица всех жителей улицы обратился к главе Ингушетии, и его просьба была услышана. Ему оказали материальную помощь. По поручению Махмуд Али Калиматова семью навестила делегация в составе вице-премьера Марьям Амриевой и мэра Назрани. Глава республики Махмуд Али Макшарипович дал поручение проверить, посмотреть, как вот здесь у вас дела, как вы здесь решили проблемы с последствиями урагана, ливня. Вот расскажите об этом. Вот была оказана вам помощь, поддержка, но справились вы с этим? Да, благодарим главу нашего Махмуд Али Макшариповича, и мэра, и всех, кто принимал, и вас, кто принимал в этом участие, да, с последствиями наводнения мы справились. Это такая ландшафтная проблема, и вода, которая скапливается со дворов и с улиц, она, естественно, остается вот в самом низу, а они проживают в самой низкой точке и затапливают дворы. Нужно такое конструктивное, серьезное решение. Мы уже проанализировали эту ситуацию. Сейчас наши архитекторы занимаются этим вопросом, чтобы посмотреть, как более безболезненно с этим вопросом справиться. Будем искать решение этого вопроса. Пользуясь случаем, Марьям Амриева и Урусхан Евлоев также навестили еще одну семью по этой же улице и оказали помощь в виде школьных ранцев со всеми учебными принадлежностями. А Ахмеду Таршхоеву остается надеяться, что его проблема решится в скором времени, а именно до первых дождей. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. 30 тысяч квадратных метров спортобъекта подвергаются капитальному ремонту. В Сунже завершается реконструкция стадиона, где будут проходить главные торжества к 250-летию единения Ингушетии с Россией. Капремонт спортивного объекта не проводился порядка 60 лет, но после всех преобразований он не будет уступать современным новым аренам. О ходе строительных работ расскажет Хава Газикова. Специалисты, облагораживая территорию спортобъекта, параллельно заняты отделочными работами. Уже сейчас, наблюдая с верхних трибун, а посадочных мест здесь 1500. Отчетливо вырисовывается дизайн стадиона. Пока одни высыпают щебенку, другие заняты возведением каркаса. Опыту мастеров многолетний. Магомед Газдиев убежден, главное к своей работе относиться с душой. Тогда и качество не заставит себя долго ждать. Мы должны вот эту арматуру связать, сделать из нее каркасы, поставить в эти ямы, чтобы сделать опору, основу сделать для опоры, чтобы вот когда крыша будет над стадионом, чтобы вот это сделать. И вот мы заливаем вот эти ямы, вот эти несколько ям. Процесс идет очень хорошо, я вам скажу. И как это? Вот здесь это, отсюда мы связываем ее, делаем, потом переносим туда, вставим, заливаем. Вот миксер подъезжает, мы заливаем бетоном и потихоньку вот так вот вдоль идем, чтобы сделать хорошее основание для стадиона. Алхамдулилlah, Бог дик да будешь, будет делать.
Основные работы здесь уже завершены. Сейчас полным ходом мастера заняты над оформлением стадиона. Следует напомнить, ранее глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов в ходе инспекционной поездки дал ряд поручений подрядчику. Речь тогда шла о привлечении дизайнеров и очистке территории. Инвесторам тоже надо помогать. Вы сюда берите Риеву, чтобы она там не нанимали какого-то дизайнера, а пусть придет и поработает здесь. Самое главное, чтобы она качественно было сделано. Нужно отметить, что красивое оформление также коснется и будущего вип-зала, расположенного над трибуной. Вокруг футбольного поля установят столбы с освещением. Площадки для игр волейбола, баскетбола и занятий воркаутом облагораживаются уже сейчас. Полностью завершено у нас устройство беговой дорожки, вот этой части, устройство тротуарной плитки и электроосвещение. Сети у нас полностью, канализация, водопровод закончены. Стадион общей площадью более 30 тысяч квадратных метров планируется сдать в сентябре. Спортивный объект станет еще одной достопримечательностью города. Здесь пройдут главные торжества празднования 250-летия вхождения Ингушетии в состав России. Хава Газикова, Адам Мережков, Хасмагомед Майсигов, Новости 24. Более 40 волонтеров туризма получили сегодня благодарственные грамоты. Активистов чествовали в Ингушском государственном университете. Это неравнодушные молодые люди, участвующие в различного рода акциях, помогающие в развитии волонтерского туризма в Ингушетии. Уже есть и клуб единомышленников. Тамара Хашагульгова с подробностями. Я надеюсь, что в дальнейшем во всех проектах, которые будут осуществляться в Республике Ингушетия и, в частности, в нашем Ингушском государственном университете, вы также будете такими же ответственными, инициативными. Настоящие экогерои, активисты невидимого фронта, волонтеры туризма. Сегодня они получают грамоты со словами благодарности за свой труд и усердие. Популяризация и развитие туризма в Ингушетии. Вот для чего объединились студенты различных учебных заведений. Более 40 человек из числа активистов и помогали в организации значимых для туристической отрасли республики мероприятий. Амирхан Аздоев тоже был в этом списке. Эта награда хоть и не первая в копилке его достижений, но особенная. Движение волонтеров я состою около 2 лет. И начал с того, что поехал в Армхи на экотуризм. И с этого все и началось. На самом деле это очень стимулирует нам еще даже, если мы будем в дальнейшем участвовать, обещали даже стипендию. Но это не главное. Главное, что мы помогаем своей республике. А вот Исрапил Цичой в волонтерском движении уже больше 4 лет. Он успел себя проявить во многих добровольческих акциях. Вот и в ряды волонтеров туризма тоже решил вступить. Пока не жалеет. Вот было неожиданно очень, что я думал, наградят грамотами, и то очень хорошая благодарность. И вот создали группу в WhatsApp, говорят, у нас будет поездка в Армхи от комитета по туризму, и надо выбрать, что именно нам нравится, что мы хотим. Там были и пейнтбол, и эти машинки, короче, что там только не было. Ну, все решили лучше выбрать пейнтбол, а я вообще не знаю, что такое пейнтбол. Вот только что узнал. И это очень неожиданно и очень хорошо, и, естественно, больше стимулирует для участия. Идея создания волонтерского клуба «Ингтур Групп» возникла недавно, всего месяц назад. Для реализации новых проектов нужны были единомышленники, которые нашлись в числе студентов. Волонтерский туризм хоть и относительно новое направление для нашей республики, но в послужном списке добровольцев уже с десяток мероприятий. Открытие летнего турсезона, экофестиваль и велотурнир. Понимаем, что нам на мероприятиях, тем более очень массовых, очень колоритных, не хватает действительно человеческих ресурсов. И с этой целью, дабы позитивно пропагандировать движение туризма и обновление туризма в нашем регионе, для того, чтобы молодежь подрастающая знала о том, чем живет ингушский туризм, и могла транслировать его широкой общественности, у нас зашла речь о том, чтобы создать непосредственно волонтерское движение и клуб волонтеров туризма при комитете по туризму. Впереди новые свершения и новые задачи. Времени на передышку мало, ведь туристический сезон в Ингушетии стартовал только в начале месяца, а значит, событий впереди еще много. Тамара Хашагульгова, Майырбек Миржоев, Новости 24.
В музее краеведения открылась выставка Дербентского музея-заповедника «Гагарин. Певец Кавказа». В экспозиции представлены фотокопии работ художника Григория Гагарина из его альбомов «Костюмы Кавказа» и «Живописный Кавказ». Увидеть труды художника можно будет до 7 сентября. В числе первых посетителей была и моя коллега Хава Газикова. Гагарин один из первых в своих картинах описал быт и бытовые сцены из жизни Кавказа, горцев. Точеные лица горянок, мужественная стать горцев и храбрые воины в сражении, изображенные на полотнах Григория Гагарина, поражают своей красотой не только тех, кто разбирается в искусстве, но и обычных обывателей музея. Один из таких любителей – Саид Мистоев. На выставках он был не один раз, однако эти картины не оставили его равнодушным. Мы пришли с мемориального комплекса, посетили. Все очень понравилось, все сделано очень организованно. Больше всего мне понравились картинки с изображением сражений. Григорий Гагарин родился аристократом. Хоть живописная профессия считалась на то время не подходившей ему по крови, но где бы он ни оказался, рука все же требовала кисти. Хава Акиева тут в качестве посетителя считает, что больше всего для себя нового тут откроют модельеры. В работах художника, помимо акцента на этикет и обычаи кавказских народов, внимание сосредоточено на национальных костюмах. Они могут увидеть свадебный наряд, но в этом свадебном наряде форма кроя, так скажем, пошейная, нагрудник и пояс, и, естественно, сама длина платья, и какая его цветовая палитра. И она дает возможность узнать как можно больше. То есть это символический элемент, но за ним стоит огромнейший период истории. Художник показал миру пейзажи и лица горянок и горцев, обнажил нравы народов, населяющих Кавказ – ингушей, черкесов, аварцев, грузин, армян и лезгин, что имеет немаловажное значение для ингушской культуры. На фотопортретах изображены сюжеты, которые художник Григорий Гагарин запечатлел уже в прошлом столетии, 200-летней давности. И поэтому, придя сюда, посетители этой выставки смогут увидеть, не только прочитать, но и смогут увидеть на фотоработах, на этих картинах события исторические. 55 работ художника предоставили из Дагестана Дербентский музей-заповедник до 7 сентября. Далее свой путь выставка держит в Волгоградскую область. В связи с тем, что тема его изображения – это народа Кавказа и места, где сражения происходили во время Кавказской войны, и мы решили, что лучше будет эту выставку показать по столицам республик Кавказа. На рисунках с натуры 19 века в альбоме «Живописный Кавказ» Гагарин запечатлел в первую очередь не сцены военных действий, а архитектурные памятники Кавказа. 80 литографий размещены в книге, вышедшей тиражом в 300 экземпляров. Из них 50 были приобретены императором Николаем I. Горцы, к которым Григорий Гагарин отнесся без всякого высокомерия, отблагодарили художника прижизненной и посмертной славой. Изданные в Париже в середине позапрошлого века альбомы сделали художнику имя и навеки связали его с Кавказом. Хава Газикова, Магомед Белакиев, Новости 24. 4 юношеские команды приняли участие в турнире по мини-футболу на Кубок главы Карабулака. Соревнования прошли в рамках празднования 25-летия образования города. Красивые пасы, контратаки, удары в створ ворот и победные голы. Несколько напряженных матчей со спортивным азартом определили победителя. Какая команда стала обладателем заветного кубка, в нашем сюжете. Как и в любом другом футбольном матче, первые секунды противостояния на этом поле начинаются с судейского свистка. Игроки вовсе не новички в этом виде спорта. Техничные атаки на ворота соперников, длинные пасы, дриблинг. В общем, действия здесь, на стадионе в Карабулаке, разворачиваются в лучших традициях футбола, точнее мини-футбола. Левый полузащитник команды ЖБИ Рашид Зурабов рассказывает, командное мышление как раз то, что больше всего нравится в этой игре. Играла за команду ЖБИ, сыграли сыгранно, выиграли матч со счетом 2-0. Игра мне понравилась, погода хорошая была, противники тоже не слабые. Как ты думаешь, ваша команда победила 2-0 с таким счетом? Как ты считаешь, что помогло вашей команде? Мы больше играли в пас,
большая сыгранность нам помогла выиграть этот матч. 4 команды со всех микрорайонов города сначала играют за выход в полуфинал, где каждая из которых играет по 2 тайма длительностью в 10 минут. Нужно отметить, что различие возрастных категорий для спортсменов вовсе не помеха, а наоборот стимул показать себя в профессиональном свете. Спортивные мероприятия, помимо всего прочего, направлено на популяризацию здорового образа жизни среди подрастающего поколения, рассказывает Аслан Хадзиев. Они имеют очень большое значение, конечно, детям интересно, это любые соревнования, как и тем более юбилей города, и кубок главы администрации, все желают выиграть, победить, появляется стимул для младших у нас, много пришли зрителей, вот посмотреть дети у нас здесь. Это очень большое подспорье. Спортивные состязания определяют победителей. Так и здесь по завершению футбольных матчей стали известны имена и своих фаворитов. Первое место в турнире по мини-футболу на Кубок главы администрации завоевала команда ЖБИ. Второе и третье разделили новостройки и городки. Турнир по мини-футболу организован администрацией города совместно со спортивной школой и стал стартовым в серии культурно-массовых мероприятий, приуроченных к 25-летию города Карабулак. Далее для горожан по инициативе молодежного совета предназначена целая программа к празднованию юбилея. У нас состоятся состязания по велоспорту и велопробег. Это будет 27 числа. Также мы планируем по инициативе молодежного совета и молодежи города Карабулак провести так называемую квест-игру на знание города. В рамках празднования 25-летия города 30 числа мы будем отмечать праздник. Будут также проводиться состязания по стрельбе из лука, шахматный турнир. Вот такие вот мероприятия у нас запланированы. Кроме этого будут проводиться выставки, выставка народного творчества, ковроткачества, выставка рисунков детских. Программа мероприятий к 25-летию города претендует на интерес и участие спортивно, духовно и нравственно активных граждан, акцентировать свое внимание на здоровый образ жизни. Адам Мережков, Муслим Ганиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.